На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. А сейчас коротко о главных событиях дня. Аслан Джаня провел рабочее совещание с руководителями силовых структур, на котором обсуждались появившиеся в соцсетях документы о якобы имевших место хищениях средств энергетической отрасли. Первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопо посетил Гулрыбский и Ачимчирский районы, чтобы посмотреть ход работ сельчан, выигравших тендер. Руководители проекта отеля «Москва-Резорт» обсудили перспективы сотрудничества с местными предпринимателями, занимающимися производством строительных материалов. С 14 по 19 ноября в республике проходит проект Краснодарской краевой общественной организации «Центр национальных культур». В Арс-Мира состоялся брифинг председателя Абхазского народного движения Адгура Ардзинба и депутата парламента Абхазии 6-го созыва Гарри Кокая. Тема брифинга – проблемы энергетики. Адгур Ардзинба заявил об обнародовании документа с перечнем оборудования для ремонтных работ на высоковольтной линии Ачугуара. По словам Адгура Ардзинба, смета расходов была предоставлена работникам Министерства экономики, который остался неназванным. Датируется документ 2021 годом. Сумма закупа 108 миллионов рублей. Средства были выделены из государственного бюджета. Адгур Ардзинба заявил, что суммы, указанные в смете, завышены в среднем на 30–40% по сравнению с их рыночной стоимостью. Вот здесь у меня в руках материалы по перечню оборудования и материалов, которые были приобретены и профинансированы из бюджета Республики Абхазия на сумму 108 миллионов рублей. 70 позиций, по каждой позиции у нас завышение где-то в 2, где-то в 1,5, где-то в 3 раза. Если кто-то будет опровергать подлинность этих материалов, мы предоставим и контракты, и накладные, и всем. Где мы взяли эти материалы, я вам скажу. Есть у нас сегодня и в правительстве, и в других структурах патриоты, небезразличные граждане. Я готов с любым специалистом там, в стенах парламента или где-то еще этот документ обсудить. В настоящее время вице-премьер-министр экономики Кристина Озган находится в командировке в Москве и ведет переговоры по поставкам электроэнергии в республику. По приезду Озган даст расширенные комментарии на выдвинутые обвинения. Президент Аслан Джаня провел рабочее совещание с руководителями силовых структур, на котором обсуждались появившиеся в соцсетях документы о якобы имевших место хищениях средств в энергетической отрасли. Глава государства поручил провести тщательную проверку подлинности и соответствия действительности копий документа, в котором, по заявлениям ряда граждан, в смете допущено завышение цен. Президент обозначил конкретные сроки проведения проверки и предоставления отчета. Глава государства поручил оперативным подразделениям оказать всемирную поддержку Генеральной прокуратуре. Уважаемые коллеги, на информационных ресурсах появилось сообщение о том, что якобы во время приобретения необходимых материалов для капитального ремонта линии Ачугуара были допущены серьезные нарушения, которые заключаются в том, что товары, материалы были приобретены по завышенным ценам. Вам, Генеральной прокуратуре, необходимо будет данную информацию проверить в сжатые сроки и информацию доложить президенту. Сколько времени вам потребуется для того, чтобы эту работу выполнить? Будет достаточно 15 суток. Значит, все, что возможно, будет, мы проведем проверку и доложим информацию. В рамках реализации президентской программы развития сельского хозяйства на 2021-2022 годы первый вице-премьер, министр экономики сельского хозяйства Беслан Джопо посетил Гулрыбский и Ачимчирский районы, чтобы посмотреть ход работ сельчан, выигравших тендер. Вместе с министром в инспекционную поездку отправилась и наша съемочная группа. Репортаж Алики Трапш.
Первый объект, который посетил Беслан Джопу, птицеферма предпринимателя Даура Когония в селе Бабушара. Проект был профинансирован на общую сумму 4 миллиона 100 тысяч рублей. На эти деньги были построены помещения фермы, приобретена птица, а также корм. Птицеводческая ферма уже работает. Здесь выращивают индеек и кур. На предприятии на постоянной основе трудится 5 человек. Около 600 имеем, индюшки тоже, и куры тоже. Больше 1000 цыплят. Ну, индюшки уже можно продавать, да, уже 6 месяцев. Около 6 килограмм есть, и 5 есть, и 4 есть. Ну, кто как хочет, выбирает. На ферме птицу кормят 3 раза в день кукурузой и пшеницей. Также куры и индюшек выпускают на выгул. Стоит отметить, что куры здесь 2 пород. Есть цыплята-бройлеры, а также местные абхазские. Цыплят выводят в инкубаторе, после чего растят в специальном теплом помещении. За раз в инкубаторе выводят до 500 цыплят. Также в скором времени здесь выведут уток. Предприниматель планирует расшириться и организовать убой, очистку и упаковку птицы на месте. В селе Пша министр сельского хозяйства Беслан Джопу посетил теплицу по выращиванию клубники «Семи Папазян». На площади в 1 гектар высажено 70 тысяч корней клубники сорта «Клери». Правительство выделило 1 миллион рублей на реализацию данного проекта. На эти средства была куплена рассада и приобретены минеральные средства. 1 миллион рублей они оказали помощь на 70 тысяч корней, еще 300 килограмм удобрения. Ожидаем урожайность от 12 до 15 тонн клубники с гектара земли. Есть у нас контакты в Сочи, принимают склады, мы сдаем туда в оптом. В селе Кацикыт Ривас-Гергая реализует проект по выращиванию клубники. На территории в полгектара высажено 11 тысяч корней саженцев. Правительство выделило более 900 тысяч рублей. На эти средства была обработана территория, куплена рассада, а также приобретены материалы для капельного орошения. Вообще мы занимаемся 3 года, и 4-й год. Вот государство нам помогло, участвовали в тендере, выиграли, выделили деньги, сумму определенную на рассаду, на рабочих. Остальное вот материал закупили, салафан, кранники, капельное орошение. Вот насос стоит через колодец, скважину, подаем. Также и удобрение через капельное, сверху листовое лечение. Вот ждем урожай, не знаю, 2-3 года вот с этого куска я 5-6 до 7 тонн брал. А сейчас общий объем у меня 50 тысяч корней, думаю, от 10 до 15 тонн. В селе Кутол министр осмотрел, как реализуется проект группы жителей села, занимающихся производством чайной продукции. Этим чайным плантациям более 60 лет. Вот уже несколько лет, как Аляс Асланзе вместе с братом Адгуром Гергия приступили к сохранению 10 гектаров чайной культуры. В этом году они смогли собрать чай 7-8 раз. Уже 2 года за этими чаями ухаживаем. Брызги делаем, деревья поубили, бока порезали. Их надо омолаживать, их надо еще восстанавливать. Все вручную собираем, и это зависит все от погоды. В этом году в мае было чуть прохладно, мы начали собирать в июне, не смогли в мае собрать. Но это все погодные условия, никто не знает, какие погоды. Август был жаркий, мы ничего не смогли собрать, июль тоже жара была. Сельчане сами своими силами построили цех, установили старое оборудование для ферментации, но желаемого результата не было. При поддержке правительства они приобрели соответствующее оборудование для сушки и ферментации чая. Теперь производство потихоньку стало налаживаться, и спрос на абхазский чай высокий. Вот то оборудование, которое им нужно было, где-то за 2 с лишним миллиона, мы им помогли. Вот включили в проект, они выиграли тендеры, приобрели. Вот сегодня, видите, они смогли уже более качественный чай в таком объеме, который есть. Им нужно еще помочь, наверное, мы еще поможем. Раз производство работает, ребята, они нелегкий труд, у них большие такие вот планы на будущее, чтобы каким-то образом ввести в плантации орошение, привести в порядок плантации, омолодить, тяжелые подрезки сделать, с техникой надо помочь и кое-какое оборудование для другого вида чая, уже вот для зеленого чая. Ну, ребята с образованием агрономическим, видно, что они уже и помимо образования научились, опыт имеют. Я думаю, что надо им помочь, государство поможет им для того, чтобы довести до конца. В завершении инспекционной поездки первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопу подвел ее итоги.
Мы, в принципе, знаем состояние наших проектов. Это вот в рамках развития сельского хозяйства из бюджета государственного выделяем мы ежегодно 100 миллионов. Вот второй год сейчас эта программа проходит, и мы в результате тех программ, которые мы принимали и обеспечивали, и финансировали в прошлом году, вот сегодня мы уже должны пожимать плоды. Но на сегодняшний день я скажу, что в Гулерышском районе объект, который по выращиванию, по птицеводству, очень благополучный, очень хороший проект, потому как вы видели, вы видите, товар уже готовый уже к реализации. Я думаю, что 3-4 таких проекта хороших, именно они могут обеспечить весь рынок наш абхазский именно качественной продукцией. Мы им дальше еще должны помочь с обеспечением генератора, скажем, опять же, проблемы с энергетикой, чтобы они могли бесперебойно работать. И то же самое мы смотрели по однолетним культурам, проекты, это по клубнике. 2 проекта мы сегодня смотрели, они очень даже нормальные ребята, поработали. То, что мы им оказали помощь, они воспользовались, как говорится, очень даже качественно, потому как у них хозяйства хорошие, ухоженные. В том и в другом проекте они по 15-20 тонн продукции получат, которая уже будет вывозиться и реализовываться за пределами Абхазии. Мы идем правильным путем в том виде, что мы не финансируем, мы не выделяем деньги, а именно людям приобретаем все то, что они хотят для своего производства. Это дает такой результат, что люди смогли, те участники проекта, выиграв тендер, конкурс, они не запустили дело, а именно есть результат хороший. Президентская программа развития сельского хозяйства Абхазии реализуется во всех районах республики. На 2023 год заявки на проекты уже приняты. В начале нового года комиссия приступит к их рассмотрению. Альга Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. В Сухуме состоялась встреча российских инвесторов с местными предпринимателями, занимающимися производством строительных материалов, в частности, бетона, песка, щебня. Говорили о сотрудничестве долгосрочном и взаимовыгодном. Подробнее расскажет Гугуца Варданя. Главная цель встречи предпринимателей с руководителями проекта «Москва-Резорт» – налаживание контактов, чтобы привлечь местных производителей к масштабной стройке в Пицунде. Речь идет о гостинично-апартаментном комплексе «Москва-Резорт». Проект из себя представляет достаточно интересный с точки зрения архитектуры комплекс. Мы постарались проект вписать в природу. Основные этапы проекта, квадратура проекта составит 200 тысяч квадратных метров. По итогу мы планируем иметь более 2800 ключей. Это и гостиницы 5 звезд, и апартаментного комплекса. Руководитель проекта отеля «Москва-Резорт» рассказал, что всего потребуется около 200 тысяч кубометров бетона, примерно столько же песка. Щебня, по предварительным подсчетам, надо будет около 250 тысяч кубометров. Да, собственно, почему мы решили с вами встретиться и почему мы хотели обсудить данные вопросы, потому что мы видим такую отличную синергию для появления нашего проекта для Абхазии. Как с точки зрения привлечения трудовых ресурсов, так с точки зрения сельского хозяйства, потому что наш комплекс будет потреблять очень много продуктов питания, да, так и непосредственно с точки зрения строительной отрасли. По нашим оценкам, понятно, что это сейчас предварительные данные, но тем не менее, по нашим оценкам планируется, что нам потребуется порядка 200 тысяч кубометров бетона, примерно столько же кубометров песка и порядка 250 тысяч кубометров щебня. Абхазские предприниматели рассказали о своих заводах, а также о качестве производимых стройматериалов. Бизнесмены отметили, что вместе сообща они смогут обеспечить объект необходимым объемом. Сейчас идет этап проектирования гостиничного комплекса «Москва-Резорт». Стройку планируют начать в 2023 году. Строительством занимается компания «Монтера Групп», которая специализируется в области туристической индустрии. Генеральный директор Джамбулат Хатуов отметил, что реализация проекта будет проходить в несколько этапов. Но самое главное, что строительная индустрия Абхазии будет модернизироваться и развиваться. Мы понимаем, что это для вас будут большие объемы, для многих дополнительные объемы в производстве. Это рабочие места. В будущем это налоги для республики.
Мы хотим, как люди, для которых Абхазия очень дорога, я не буду скрывать, меня связывают в том числе корни адыго-абхазские. Поэтому я лично понимаю, что реализация и участие, мое личное участие в этом проекте, это в том числе, наверное, такая судьба. Поэтому уверен, что мы все вместе сумеем реализовать проект, который должен удовлетворить ближайшую стратегию развития туризма Абхазии. Уверен, что поток туристов, который будет потом в нашем 5-звездочном отеле, это будут колоссальные объемы для агропромышленного комплекса Абхазии, потому что продукты питания будут востребована индустрия по оказанию сервиса, услуг. Это дополнительная потребность такси, это экотуризм, это загрузка аэропорта, это дополнительные маршруты железнодорожного транспорта. Но все это начнется тогда, когда мы с вами хорошо поработаем. Хатуов отметил, что работу будут проводить исключительно с абхазскими производителями. В проект вовлекут местных специалистов. Большое внимание уделят подготовке кадров в Абхазии. А это немалое количество рабочих мест. И нас интересует в целом индустрия производства строительных материалов на территории Абхазии. Почему? Потому что наш проект, все же в основе мы его ориентируем на максимальное использование объемов всего того, что есть в Абхазии. В разных этапах нашей стройки нам нужны будут в том числе и строительные специальности, и большое количество людей, которых мы готовы пригласить на работу. В завершении собравшиеся выразили надежду на плодотворную и качественную работу. Гугут Савардания, Раму Камкия, Абхазское телевидение. Российское историческое общество планирует открыть в Абхазии свое первое зарубежное отделение. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский. По словам советника министра культуры Абхазии Миланы Бжани, после открытия отделения в республике начнется работа по историческому просвещению. Абхазские студенты будут направляться в Россию на курсы повышения квалификации, в частности, в историко-архивный институт, в Госархив. Российское историческое общество основано 20 июня 2012 года. Оно ведет историю от Императорского русского исторического общества, существовавшего в Российской империи. 3 школьников из Абхазии примут участие в телеолимпиаде «Умники и умницы». Как сообщает Министерство просвещения и языковой политики, на съемки телепередачи поехали Лиана Айба, учащаяся Пицунской первой школы, Никита Очкок, ученик Бомборской средней школы, и Тимур Гвиранце, ученик Сухумской первой школы. «Умники и умницы» – телевизионная олимпиада школьников, которая выходит в эфир более 20 лет на Первом канале. Автор и бессменный ведущий Юрий Вяземский. С 14 по 19 ноября в республике проходит проект Краснодарской краевой общественной организации «Центр национальных культур». Он направлен на взаимодействие общественных организаций Абхазии и России. О целях и задачах проекта в репортаже Эсмы Голландзе. Взаимодействие общественных организаций Абхазии и России – главная цель насыщенной 6-дневной программы, которая в эти дни проходит в республике. Проект реализует Краснодарская краевая общественная организация «Центр национальных культур». Мы уже 4-й год подряд по грантовой программе администрации Краснодарского края приезжаем. В этом году отличается тем, что мы на стадии подачи заявки гранта губернатора Краснодарского края переписывались с общественными организациями Республики Абхазия. И по их желанию мы составили свою программу. Поделиться своим опытом работы общественных организаций Краснодарского края и Республики Абхазия. В Краснодарском крае общественная деятельность поставлена на уровне. Изучаем, какая необходимость, в чем мы можем помочь. В рамках проекта предусмотрены тренинги и семинары по ведению общественной деятельности. В них участвуют представители общественных организаций Абхазии и России.
Участники из Краснодарского края, из Республики Абхазия, они за время нашей работы познакомились, пообщались, они создали новые международные общественные организации. У нас был такой компонент, как Международный Сухумский конгресс, то есть мы затронули исторические аспекты связи между Краснодарским краем, между Россией, собственно говоря, народы, которые проживают здесь, потому что у нас есть народы, которые проживают и в Краснодарском крае, и в Республике Абхазия. И более того, создав эти организации, они стали готовить уже новые мероприятия. Я считаю, что вот главное, что связывает людей, это эмоции, позитивные эмоции, дружба и совместная деятельность. Встреча с общественными организациями пройдет также в городе Гагра. Со временем планируется охватить и другие районы республики. Я думаю, что в дальнейшем мы будем взаимодействовать, приносить плоды, результаты межнационального общения, межгосударственное общение. Мы, если Краснодарская краевая общественная организация, если мы раньше работали только по краю, мы с 2020 года вышли уже на межгосударственные отношения, да, с Республикой Абхазия мы уже работаем, и это дает положительный результат. Проект Центра национальных культур продлится до 19 ноября. Эсма Голанзе, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. С целью развития туризма между Краснодаром и столицей Абхазии делегация мэрии Сухума побывала в Краснодаре. Как известно, Сухум и Краснодар – города-побратимы. Предлагаем вашему вниманию сюжет телекомпании Краснодара о визите делегации Сухума и о достигнутых договоренностях. В краевую столицу прибыла делегация из Сухума. Цель визита – развитие туризма между Краснодаром и столицей Абхазии. Утро началось с возложения цветов памятнику жертвам фашистского террора в Чистяковской роще. После чего представители двух побратимских городов приняли участие в обсуждении туристического потенциала города Сухума. Учитывая наше географическое расположение, исторические связи, добрососедские отношения, у нас с вами нет другого выхода, как не дружить и не работать, не развивать наши взаимоотношения в экономике в целом. Естественно, так как регионы у нас южные, и вы в том числе, естественно, развиваете основной, наверное, драйвер, локомотив, так сказать, экономики, это, естественно, туризм. Город Краснодар, он является крупным деловым центром и медицинским центром. У нас очень развит медицинский кластер. Поэтому я к чему хотел нацелить нашу сегодняшнюю встречу, в том числе на развитие входного туризма в город Краснодар. Делегация столицы Абхазии представила свои туристические продукты. Напомню, в июне этого года по случаю десятилетия побратимских связей между городами его представители подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Действительно, мы соседи. Более того, мы на документах братья и в общении, в жизни братья. То есть мы общаемся как действительно два таких братских региона. И нам очень важно, помимо того, что мы развиваем взаимодействие в сфере культуры, образования, развивать взаимодействие именно в сфере бизнеса, в частности, в сфере туризма. Абхазия – это популярный еще с советских времен курорт. С учетом закрывающихся зарубежных направлений, солнечная и такая маленькая страна является сегодня одним из приоритетных направлений для пляжного отдыха и всех остальных видов туризма. Не только для кубанских туристов, но и для всей России. Аника Мелик, Роман Недельский, телекомпания «Краснодар». Заместитель главы администрации города Сухума Леон Кварча рассказал подробнее об итогах поездки в Краснодар, о презентации туристических продуктов, разработанных в администрации Сухума с целью увеличения продолжительности курортного сезона. Время у нас нет проблем с количеством отдыхающих, у нас их очень большое число, но тем не менее нам нужно работать над тем, чтобы увеличивать продолжительность курортного сезона, для того, чтобы снизить фактор сезонности и не допускать снижения деловой активности в период окончания летнего курортного сезона. Поэтому мы презентовали те туристические продукты, которые, на наш взгляд, могут быть интересны жителям города Краснодар и Краснодарского края, с тем, чтобы привлечь их в город Сухум и в Республику Абхазия в целом, и с тем, чтобы они могли здесь отдыхать в те месяцы, которые у нас обычно не считаются курортными. То есть это в период с октября по апрель месяц. В частности, мы презентовали такие туристические продукты, как винные туры, паломнические туры, йога-туры, эко-туры. Сейчас в разработке находятся различные туры, которые связаны с трекингом. Трекинг-туры – это туры, связанные с
с пешими прогулками по определенным специально разработанным маршрутам на природе. В ближайшее время мы их закончим и также презентуем. Представителями турбизнеса города Краснодар была выражена большая заинтересованность в данных турпродуктах. Помимо этого, нами было достигнуто соглашение о том, чтобы через туристско-информационный центр города Краснодар презентовать всю информацию, которую мы считаем нужным презентовать о городе Сухом для жителей Краснодара. То есть это наши достопримечательности, это календарный план мероприятий различных в городе, это в том числе туристические продукты, которые предлагает наш профильный МУП. И через данный туристско-информационный центр об этих турпродуктах может узнать как население Краснодара и Краснодарского края, так и, соответственно, заинтересованные представители турбизнеса. Помимо этого, данная информация через соответствующую сеть туристско-информационных центров распространяется по всей территории Российской Федерации среди 80 городов, которые подключены к единой системе туристско-информационных центров. Такая же работа у нас налажена в настоящий момент с городами Нижний Новгород, Брянск, Ростов, Чебоксары. То есть таким образом мы планируем придать импульс экономической активности города именно в межсезонье. То есть для того, чтобы в период межсезонья мы не ощущали большого спада деловой активности. И, соответственно, у наших отелей, ресторанов, кафе, объектов розничной торговли, предоставления различных услуг, был спрос на их услуги именно в период с октября по апрель следующего года. 19 ноября на Абзыбском ипподроме состоится чемпионат Абхазии по конному спорту. Организаторы мероприятия – Государственный комитет по делам молодежи и спорту и Федерация конного спорта Абхазии. В программе запланированы скачки на различные дистанции на призы мастеров спорта СССР Утара Чанба, Авксентия Тарба, Алексея Лакарба и мастера спорта международного класса Харлама Симония. Помимо скачек, наездники покажут свое мастерство в конно-спортивных состязаниях, таких как конный футбол на приз памяти мастера спорта Абхазии Мираба Гочуа, метание дротиков на приз памяти заслуженного тренера Абхазии Юрия Тарба, джигитовки на приз памяти Шули Лакарба. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 17 ноября, на территории Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь разной интенсивности, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4,0, 4,9, днем плюс 13-18, температура морской воды плюс 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.